Бисмилля, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры и единобожники. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля мы продолжаем читать книгу изучения Ла Иляха Илляллах. И мы с вами дошли до 2 главы, где говорится, глава 2, слова единобожия. Знаете, о дорогие братья и сестры единобожники, что одно из названий шахады, то есть свидетельства, калиматут таухид, слова единобожия. Тот, кто осуществил свидетельство и понял ее смысл, тот непременно будет поклоняться одному Аллаху, не предавая ему сотоварища. Поэтому, дорогие братья и сестры, каждый человек обязан изучать шахаду. Обязан изучить шахаду, изучить вместе с ее столпами и условиями. К сожалению, именно сегодня большинство людей, которые заявляют о своем исламе, не поняли смысл шахады. И поэтому люди попадают в разные виды многобожия, и не принесет пользу шахада человеку, который не оставил многобожие. Более того, не заводит в ислам свидетельства, если не отрекся от многобожия и приверженцев многобожия. А это мушрики. Многие люди знают условия намаза, заката, поста, хаджа, также знают столпы и что аннулирует это поклонение. Однако касаемо условий и столпов шахады беспечны. Касаемо основ религии, основа религии Ла Иляха Илляллах. На Ла Иляха Илляллах зиждется религия, на чем она, что начинается и заканчивается. Ла Иляха Илляллах – это то, к чему мы обязаны изучать, то, чего мы обязаны изучать. И сегодня, к большому сожалению, большинство людей, когда призывают их к шахаде и объясняют им, что она в себе содержит, к чему призывает, начинают отрицать ровно так же, как отрицали мекканские многобожники. Валь-аяду биллях. Поэтому на каждом человеке изучать шахаду – это обязательно, и совершать дела в соответствии с тем, что содержит эта шахада, а это ла иляха илляллах, и призывать других к ней, и проявлять терпение на этом пути. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля в суре Юсуф в 108 аяте говорит: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху на основании знаний и убежденности. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. Сура Юсуф, 108 аят. В тафсире этого аята Ибн Джарир ат-Табари рахимахуллах говорит: «Каля Абу Джа'фар, يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه دعوة التي أدعو إليه والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى التوحيد الله والإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان». От Абу Джа'фара радийаллаху анху приводится, что Всевышний сказал: «Скажи, о Мухаммад, это мой призыв, то, к чему я призываю, и это путь, на котором я призываю к единобожию Аллаха и искреннее поклонение Ему одному, помимо лжебожеств и идолов, которым поклоняются. Валь-интихаи иля та'атихи ва тарки ма'сиятих». И также призыв к подчинению и оставлению ослушания. И слова «Ана ва ман иттаба'ани» – «Я и те, кто последовал за мной», «Ва саддакани ва амана би», то есть тот, кто посчитал меня правдивым и уверовал во мне. И как мы видим, дорогие братья и сестры единобожники, что то, к чему призывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это поклонению единственному Аллаху искренне, не предавая ему сотоварищей из лжебожеств, будь это в молитве, в дуа, в хукме, в жертвоприношении и в других видах поклонения. И мы понимаем, что то, что делают сегодня могилопоклонники, посвящая свои поклонения этим умершим шейхам, прося у них помощи, посвятив им эти поклонения, они вышли из ислама и вышли из того, к чему призывал их Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. А это поклоняться только одному Аллаху, не предавая ему сотоварищей. И они не являются теми, кто последовал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и за его сподвижниками, радийаллаху анхум аджмаин. И имам ат-Табари, рахматуллахи алейхи, сказал: Таков путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
И таков же путь, кто поверил ему и последовал за ним. А касаемо же слов «Ва субханаллахи ва ма ана миналь мушрикин», «Субханаллах», «Ва куль танзихан лиллахи ва та'зиман лаху мин ан якуна лаху шарикан фи мулькихи ау ма'будан сиваху фи султанихи». Говорит Всевышний: «Скажи, о Мухаммад, что я отрекаюсь от многобожников, я не из них, и они не из меня». То есть никакого отношения не имею к тем, кто предает к Аллаху сотоварища. Всевышний установил условия, чтобы призывать необходимость наличия знаний. И если призыв не на основании знаний, то призыв принесет вреда больше вместо пользы. Также призывающий должен очиститься от многобожья и отдалиться от многобожников. Когда человек, не познавший таухид и не знающий, что такое ширк, призывает, мы видим, какой вред приносит его призыв. Поэтому у людей, просящих возле могил, не многобожник, а нововведенец или само действие многобожие, но совершающий остается мусульманином, и всякие еретические заявления – это плоды призывающих не на основе знаний, а именно из-за этого мы должны изучать религию Аллаха Субханаху ва Тааля, основу религии, и понимать так, как понимал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не обмануться этими заблудшими имамами, как предупреждал нас сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говоря: «Иннама ахафу аля уммати аль-аиммат аль-мудиллин». Поистине я боюсь для своей общины имамов, вводящих в заблуждение. Этот хадис передал имам ат-Тирмизи. И мы сегодня с вами видим этих заблудших имамов, которые днем и ночью в службе в тагутов, которые, стоя на мимбаре посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывают к службе тагутов, призывают к поклонению могилам, призывают к национализму, призывают к разрушению основ религии ислам, уничтожают границы и принципы аль-валя валь-бара, дружбы и непричастности. Видя все это, о мусульманин, ты должен понимать серьезность опасности и того, к чему приведет, если ты последуешь за этими слугами тагутов, этими заблудшими имамами, конец которых вечный огонь. Поэтому ты должен ухватиться за самый прямой путь, за урватуль вузка, которая никогда не сломается. А это ла иляха илляллах. Это единобожие, без которого не принесут твои дела пользы. Мы видим людей, которые поклоняются, молятся, постятся, но вместе с этим поклоняются кому-то другому помимо Аллаха. Этот мискин не знает, что праведные дела вместе с ширком не принесут ему пользы. И в конце концов он будет из числа обитателей огня. И знай, да помилует тебя Аллах, о муахид, что когда человек не знает основы религии, он не знает, что праведные дела не имеют никакой пользы при наличии ширка. Всевышний Аллах говорит: «Валяу ашраку лахабиту анхум ма кану я'малун». Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Аллах повелевает в хадисе Аль-Кудси: «Ман амиля амалян ашрака фихи ма'я гайри тарактуху ва ширках». Если кто-то сделает дело, на котором будет приобщать мне сотоварищей, то я оставляю его и его поступок, то есть ширк. Хадис Кудси передал имам Муслим. И после того, как ты узнал, о мой дорогой брат и уважаемая сестра, что дела не принесут пользы без таухида, без ла иляха илляллах, то ты должен понять, что самой важной твоей задачей в этом мире и в твоей жизни – это узнать ла иляха илляллах, изучать ла иляха илляллах, изучать таухид Аллаха Субханаху ва Тааля, который зиждется на ла иляха илляллах, действует по ла иляха илляллах, жить на ла иляха илляллах и умереть на ла иляха илляллах единобожником, умереть на единобожии. Поэтому, дорогие братья и сестры, каждый из нас должен изучать основу религии, а это ла иляха илляллах, чем мы и занимаемся, хвала Всевышнему Аллаху. И на этом мы остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.